Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ молодой путешественник из Чувашии Никита Васильев. Никита, привет, рада видеть тебя в Осетии. Добрый день, приветствую всех аланских телезрителей. Ну, Никит, во-первых, и, наверное, это забавно, ты полный тезка одного музыканта, родом тоже из Северной Осетии. Ты пока ехал сюда, никто не пошутил по этому поводу? Нет, пока я по счету этого ничего не знаю. Ну, я думаю, тебя еще умудряться подколоть в этом плане. Во Владикавказ ты приехал из Кабардино-Балкарии. Что увидел в Нальчике и где вообще успел побывать за полгода, что ты в пути? Да, Северный Кавказ мне выпал как раз на осень, и, соответственно, погода несла свои коррективы. Жаль, не удалось побывать в горах, сидел только в городе из-за постоянных дождей. Нальчик очень красивый город, ну, как и все города, красивые по-своему, нельзя тоже выделить. Их я уже видел очень много. И для меня как-то уже все смешивается, и, наверное, забываешь, где ты это видел. Потом, так что... Ну а вот твой путь пролегал через Нижний Новгород, через Саранск, многие другие города, да? Да, я ехал вниз по Волге. Это до Нижнего Новгорода не доехал, через Нижегородскую область, Республику Мордовия, Пензу, Саратов, Волгоград, оттуда уже на Крым, через Ростов, Краснодар. И с Крыма по Черноморскому побережью я уже зарулил, так сказать, в Северный Кавказ. Это как была моя основная цель, почему я уезжал из Чувашии изначально, то есть я планировал на Северный Кавказ. То есть изначально твоим главным пунктом был Северный Кавказ, да? Да, и провожали меня уже туда. А вообще с какой целью задумывалось это путешествие? То есть вот в апреле ты собрался и решил, еду на Кавказ. Вот зачем, для чего? Да, хороший вопрос. Цели как таковой у меня вообще не было. Путешествие — это, наверное, как моя профессия уже, как мое ремесло. Шел я к ней постепенно. Ради этого даже бросил учебу. Не один раз, причем уже раза 3 начинал, бросал. Но все сводится оно все равно к трассе. В конце концов, все приходит к трассе. Сказать, что было все это спонтанно, нельзя. Ну вот в декабре я бросил университет в очередной раз. Никак не бросил, я учился на географа на самом деле. Это, то есть, география — это моя специальность, и можно сказать, что сейчас у меня просто большая практика. Да. Цели такой не было, я просто собрался. Ну, немножко вернусь в предысторию. Раньше я путешествовал автостопом. Объездил так всю Беларусь, Украину. Но автостоп, он не давал того полного ощущения свободы, которое мне дает велосипед. Автостоп, ты все равно зависишь во многом от трассы самой, от водителей, от многих обстоятельств. А велосипед — это полная независимость практически. Тут зависишь только от дороги, остальное ты все своими силами делаешь. Да, долго, да, мучительно иногда бывает. Но Погода мешает иногда. Ну, погода, я даже люблю, когда она со мной играет, когда и дожди идут. То есть это закаливает дух. То есть путешествие, оно очень закаливает характер, дух. Ты становишься сильным, уже смотришь на все по-философски, с хорошей стороны. То есть не видишь никаких негативных моментов. Хоть дождь, хоть что было бы, ты все равно чувствуешь, это как будто Бог тебе дал испытание очередное, которое ты должен преодолеть. Воспринимаешь все вот с этой стороны. Ну, а вот смотри, ты говоришь, что ты уже попробовал ездить на машине, и сейчас все-таки пересел на велосипед, да? Удобства намного меньше. Правильно? Ну, тоже опять с какой стороны посмотреть удобство. У меня, в принципе, полная автономка. У меня палатка, спальник, теплые вещи. То есть я могу, когда захочу, остановиться. И дождь мне тоже не помеха. Палатка у меня хорошая, слава богу, все держит. И, в принципе, такого дискомфорта мне не доставляет дождь. Поэтому, опять же, с какой стороны посмотреть. Я полностью доволен, не жалею, ничего не жалею. Ну вот твой полный набор. С собой у тебя рюкзак и вот буквально еще там пара сумочек, да, на велосипеде. Что обязательно должно входить в этот рюкзак? Что вообще ни при каких обстоятельствах нельзя забыть? Нет, ну таких вещей нету. Можно без всего. Ну, без велосипеда, конечно. Основное — это самый велосипед. Остальное можно без всего. Главное,
и не взять лишнего. Я никогда не жалел, что-то я забыл дома. Я всегда жалел то, что взял что-то лишнее. А без всего можно прожить. Ну, конечно, это элементарные вещи. Нож, ну, такие основные, ножик, там что-то открыть или... Ну, и то я ездил без ножа, потерял, и пару тысяч километров ездил без ножа, нормально. Ну, то есть это, опять же, что у тебя в голове сидит, если ты без этого не можешь. Ну, как условия комфорта. Вот надо выйти из этих условий. Без всего можно прожить. Можно и пешком, но без велосипеда пешком пойду, ну что. Еще чуть-чуть дольше. Ну да, но просто я не могу себя назвать так, велопутешественником. Я бы на всем путешествовал. Я бы, если была возможность, и на лодке бы путешествовал. Может, когда-нибудь я к этому приду. Все-таки суша, она всего. Не бесконечно. Да, океаны еще большие. Но вот сейчас какой ты именно маршрут для себя наметил? То есть изначально маршрут, он прописывался, были какие-то города, обязательные пункты? Нет, я, наверное, может, моя философия, я никогда маршруты никакие не делаю изначально. Ну, знаю примерно, куда я хочу поехать, но точно какой дорогой я поеду, я смотрю только по обстоятельствам. Потому что если есть альтернативная дорога, большой основной трассы, я стараюсь ездить по ней, потому что там, во-первых, больше увидишь, и люди, чем дальше от трасс, от крупных городов, люди намного добрее, гостеприимнее, интересно общаться. Там можно увидеть самую суть, самые корни народа. Потому что в городах, как известно, народ теряет свою самобытность, забывается язык, вот, забывают. А в сельской местности, слава богу, можно найти такие моменты. Ну, то есть ты для себя задачей ставил не увидеть природу, там, города, достопримечательности, а познакомиться все-таки с людьми. Ну да, и людей, и природу посмотреть заодно. Одно другому не мешает. Ну и города, в принципе, все мне интересно, и города посмотреть, все, полный набор. Ну, наверняка по дороге встретил очень много людей уже, да, познакомился со многими. Вот, наверное, что отличает, да, какие ты для себя, может, новые вещи подметил в людях, да, в других регионах, что вот для себя открыл по дороге? Да, у всех народов есть одно качество. Они все гостеприимные, добродушные. Неважно, что говорят, что думают люди. Я это знал заранее, но просто я хотел убедиться на своем опыте. Северный Кавказ, он достаточно многонациональный, и они все перемешаны. И можно увидеть с одного конца Северного Кавказа представителей народа в другом. То есть они это смешаны. И везде, вот, допустим, вот вчера я ночевал у дагестанцев, хотя вроде бы Кабардино-Балкария, а приняли дагестанцы. Поэтому, кстати, большой им привет. Ну, в каждом регионе, наверное, уже свои друзья остались, да? Конечно, Теперь уже конечно. знаешь, к кому приезжать в следующий раз. И они знают, что могут приехать ко мне, также в Чувашию, в Чебоксары. Также принимаю всех гостей. Ну, конечно, меня пока нету, но все равно что-нибудь придумаем. И, то есть не вопрос. А есть один обязательный атрибут, без которого ты, наверное, не выезжаешь, это флаг Чувашии, который ты провозишь с собой через все путешествие. Вот Да. символическое значение этого в чем? Ну, символическое, как больше я хочу показать, потому что Республика Чувашия, она маленькая очень. Мало кто знает, где она находится, хотя она находится в Поволжье, вроде бы как центр относительно, центр России. Я показываю. Все равно люди, когда увидят этот флаг, будут знать, увидят по телевизору. А я видел одного человека оттуда. Да? Все равно как-то они запомнят вот это, именно мою личность и то, что я это показываю. И вот стараюсь показывать, да, рассказывать про свою землю. Ну как же без этого? Я же представитель, как неофициальный представитель республики. И надо, соответственно. Ответственность на плечах. Ну да, конечно, все равно какая-никакая есть. Ты должен быть примером. Ты как представитель должен выказывать лучшие качества человека и живущего там, не показывать себя с плохой стороны. Поэтому без этого никак. Вот сегодня ты приехал только в Северную Осетию, кто тебя здесь встретил, и ты проводишь здесь 3 дня, вот 3 дня, какие планы на эти дни? Да, ну я не знаю пока сколько, как получится. Может, и задержусь, да? Да. Ну, мне обещали показать горы ваши местные велосипедисты, надеюсь, все получится. А во Владикавказе пока меня никто не принял, то есть я сразу к вам на студию, прямиком, никуда не заезжал, ничто не смотрел. Так что все впереди, пока впечатлений таких нет, но город очень красивый, мне понравился. Так, мельком.
Ну, знакомые есть в городе или тоже нет и списывались в интернете только? Пока только в сети, а так вживую я никого не видел. А как реагируют на велосипедиста вот со всей амуницией на улицах города? Ну, на Кавказе у вас очень любопытные люди. Очень, очень пристально смотрят, откуда что. Сегодня даже вот два автомобиля там или больше останавливаются, равняются со мной, спрашивают, откуда я, удивляются даже. Кто-то считает меня сумасшедшим, что я уже оттуда приехал. Но люди очень удивляются, это, конечно, радует. Что люди понимают, что велосипед — это не только средство катания выходного дня, что это транспорт, который можно спокойно ездить из города в город. Да, конечно, небезопасно, порой дороги бывают плохие, но я доказываю, что можно ездить большие, за 1000 километров расстояния. Ну, И сколько сейчас ты уже проехал на сегодня? сейчас почти 5000. Почти 5000 километров, Да, из Чувашии до Владикавказа, да? да. А как дома реагировали, да, на то, что ты собрался в такое путешествие? То есть не отговаривали, нет? Нет, слава богу, все хорошо. Понимают. И опять же говорю, постепенно все к этому шло. Я как после окончания школы уже пробовал себя в автостопе, ездил, то есть на дальние расстояния, на определенное время. То есть привыкли к тому, что я где-то езжу, так что все нормально. Наоборот, как-то пожелали мне все удачи. Ну, не переживают дома? Вот так Ну, собрался молодой человек и уехал. ну, мама — это мама, она всегда будет, конечно, переживать, но она знает, что все будет хорошо. Ну, так что, слава богу, все хорошо. Ты собрался в путешествие и уехал один. Абсолютно один. И ты до этого уже говорил о том, что уехал без денег. Мгм. Принципиально путешествуешь без денег. Вот почему такое решение было принято? Почему без денег и почему один? Ну да, выехал я без денег. Может быть, я смог бы их заработать, но просто я был студентом, особо не заработаешь, я вот только на снаряжение. Но то, что без денег, это, во-первых, в путешествии это намного лучше, я считаю, потому что тебе приходится соприкасаться с людьми, приходится выходить на контакт с ними. Когда ты с деньгами, ты чувствуешь себя совсем по-другому. Ты Ты уже ведешь себя по-другому. То есть постоянно сытый, знаешь, что можешь заехать в магазин, что-нибудь себе купить. Это мне, честно, было такое, я так путешествовал до этого еще. Это не интересно. А вот когда ты голодный, едешь, у тебя глаза горят и на общение с людьми. Не то, чтобы я пользуюсь людьми, да, я могу на автономке жить, у меня есть котелок, гречка, она, в принципе, крупа недорогая и довольно-таки полезная из всех круп. Я могу ее сварить, то есть я могу не зависеть, в принципе, от людей. Но предпочитаешь все-таки общаться с людьми, да, потому что Ну, в этом и конечно. суть. Конечно, тем более у вас на Кавказе республики маленькие, тут заехал уже и выехал, поэтому надо посмотреть побольше, пообщаться побольше. А вот как тебя в домах принимают? То есть ты, ну, вряд ли на Кавказе тебе дали ночевать в поле. Или бывало? Нет, я, честно, вот люблю свою палатку, люблю ночевать в таких диких условиях. Не то, чтобы дикие, для меня, говорю, палатка — это как дом. Вот говорят, хорошо там, где нас нет, а я считаю, что абсолютно наоборот. В моем случае, по крайней мере, хорошо там, где я есть. Где моя палатка, там мой дом. Я в гостях, честно, плохо высыпаешься бывает. Ну, потому что ты общаешься, и в помещении мне очень тяжело спать, а в палатке я высыпаюсь, я там отдыхаю, наоборот. Вот для меня вот сейчас путешествие вот превратилось вот в труд мой. Уже вот такая будни, не то чтобы тягостная, но как моя работа. Отписываться в интернете. Стараюсь побольше отписываться, конечно, но не получается просто из-за технических тоже средств. Ну, по сути, да, то есть тебе сейчас легче жить в палатке, Да, да? абсолютно, я там отдыхаю. А в чем заключается вот твой отдых, да? То есть ты крутишь педали, едешь, приезжаешь в определенную точку, и что? Да больше мой отдых — это как раз, когда я кручу педали. Вот я отдыхаю физически. У меня за полгода последние вот мышцы уже привыкли к постоянным нагрузкам. Я когда отдыхаю дня 2-3, они меня уже просто ныть начинают. Просто сами требуют, чтобы я что-то делал ими, какую-то физическую нагрузку им давал. Поэтому для меня это отдых. И все новые идеи, они приходят в дороге. Ты едешь и что-то новое придумываешь. Потому что я, опять же говорю, выезжал абсолютно без всяких идей. Сейчас я езжу, у меня уже есть какие-то идеи, как показать, как это предложить людям, какие-то цели.
Ну вот сейчас ты ведешь свой собственный блог, у тебя своя группа ВКонтакте и так далее. Есть ли люди, которые, может, сейчас уже хотят последовать твоему примеру, да? Или, может, кто-то в республиках там, предложил сейчас же взять просто и уехать с тобой? Ну, со мной уехать пока такого не было, но ВКонтакте очень много отзывов, мне пишут, что люди реально восхищаются, тоже хотят попробовать, спрашивают какие-то советы. Но я говорю, что в каждом отдельном случае нельзя давать советы. Разные люди, разный характер. Каждый человек должен свой путь искать сам. Чьи-то советы, они не помогут другому, что мне хорошо, для другого как плохо. Поэтому человек должен искать сам. Хорошо, если он вдохновится моими поступками, это да. А советовать я никогда никому ничего не советую. Главное, с хорошими мыслями только в голове и не нервничать. Остальное все будет. Вот ты приезжаешь в республику и в республике, да, я уже видела несколько видеоматериалов, с тобой встречаются журналисты, и очень многие воспринимают тебя как диковинку какую-то, да, на самом деле, потому что очень редко кто пускается в такие путешествия. Рискованно, наверное, да, тяжело, и не каждый решится на такое. Вот как тебе общаться с журналистами? Не страшно там, или может там стесняются камеры очень многие, не хотят, может, чтобы к ним приставали люди? Ну, поначалу, конечно, как и все, наверное, люди волнуются перед камерой. Сейчас уже... Сейчас уже освоился. Ну, более-менее, да. Ну, то, что люди, конечно, для Кавказа велопутешественник, это, конечно, в диковинку немножко, потому что многие боятся Кавказа, ну, особенно в наших широтах средних. Кавказ воспринимают только из новостей, знают. Ну, а, к сожалению, новости с Кавказа, они не всегда самые хорошие, и поэтому воспринимают только как... То есть ехать туда вообще нельзя на велосипеде, это вообще как будто самоубийство. Я показываю людям, что Кавказ — это ничего страшного, то, что здесь наоборот. Все люди гостеприимные, доброжелательные, я не считаю. И вот я хочу вот это показать, как одна из моих идей, как представить свою республику и представить республики Северного Кавказа для своих широт, для своей республики. Ну, как думаешь, вот добьешься этой цели? То есть есть уже какой-то отклик? Конечно, безусловно, добьюсь. Пока, слава богу, все хорошо. Да даже если будет нехорошо, я говорю, я смотрю на все проблемы с другой точки стороны. С другой стороны, надо, даже если тебе сейчас плохо, ты знаешь, что через время поймешь, что это так и должно было быть. Наоборот, направить тебя на правильный путь. А вот сам ты с какими мыслями ехал на Кавказ? То есть понятно, какой имидж есть у Северного Кавказа, да? И мы, люди, которые живем здесь, мы-то прекрасно знаем, что, насколько этот имидж правдив, да? Мы видим много плюсов, да, но, например, центральная часть России не всегда об этих плюсах знает, да, поэтому мы-то пытаемся кому-то рассказать, но далеко не до всех это доходит. Вот ты с какими мыслями ехал на Северный Кавказ? То есть не страшно было или может, ты уже рассказал, что все в порядке, и ты спокойно ехал? Нет, не страшно. Мне всегда интересно все новое посмотреть. Наоборот, меня страх, он заставляет посмотреть, наоборот. Наоборот, доказать, что это не так. Ну, даже если страшно, ничего страшного нет. Мне всегда интересно все новое посмотреть. Я бы, если будет возможность, я дальше поеду. То есть зимовать я уже поеду в Закавказье, на Азербайджан. Дай бог, если все будет хорошо, поеду и на Иран. И если бы вообще хотелось бы поехать в Афганистан, но не знаю, как это получится, разрешат мне туда ехать. То есть твое путешествие, оно как-то автоматически стало международным, да? Ну да. Ну, пока еще не стало, но надеюсь, все станет. То есть фактически ты планировал ехать напрямую из Чебоксар на Северный Кавказ, а в итоге как-то путешествие расширилось, и сроки, они тоже сместились, Ну, да. да? Вот когда ты думаешь, когда ты доберешься домой? Ну, пока такого нету. Ну, я себе цель поставил. Не цель, а вот вообще в идеале хотелось бы год побыть в дороге. Не знаю, как пока получится. Но даже если бы я хотел бы сейчас ехать домой, я бы уже не успел, там, наверное, уже снег выпал. Поэтому я лучше поеду зимовать и как раз смотреть закавказские республики, Азербайджан, Армения, Грузии. Вот за зиму хочу их объездить. Ну а дальше что? Вот сейчас завершится твое путешествие, довезешь ты флаг Чувашии до даже пусть Афганистана. И проект на этом, проектом это сложно назвать, да, но путешествие, оно завершится. Обратно тоже поедешь на велосипеде, думаю? Опять же, я вот по счету этого ничего не знаю. Вдруг получится и кругосветка, вдруг так все сложится, да, и поеду дальше.
Потому что останавливаться, сами понимаете, такой режим, дорога, я просто дома не смогу находиться. Вот честно, вот я не могу. Уже 2 дня, вот где-то даже в гостях, все, уже хочется в дорогу. Я не представляю, что я буду делать дома. Уже, ну, это уже моя профессия, путешественник. Дорога, трасса. Была одна статья такая забавная, называлась «Чувашский путешественник одичал», по-моему, да? Вот одичал ли? На самом деле? Да, можно сказать и так, есть немножко. Но ты приедешь домой сейчас, да? А как ты думаешь, сможешь ли уснуть в кровати спокойно дома? Нет, ну вряд ли, это нужна адаптация. А что сделаешь? Разобьешь палатку во дворе? Да нет, ну привыкаешь, ко всему привыкаешь, человек, он ко всему привыкает. Не знаю, я пока об этом не думаю. А ты говорил, что ты по профессии географ. Ну, Будешь дальше учиться или как будет да, дальше? я не закончил. Ну да, моя основная цель, опять же, не цель, стремление. Не люблю слово цель, потому что она не очень корректная. Мое основное стремление — это принести пользу своей республике Чувашии. Я все равно вернусь туда, буду там жить, я знаю, как создам семью. Вернусь, и вот тот накопленный опыт, который я получу в путешествии, опыт в путешествии, он просто неоценимый, нигде его так не получишь, ни с какой интернет тебе не заменит путешествие реальными глазами. И хочу заняться уже с подрастающим поколением, именно в плане географии. Надеюсь, отучусь, получу диплом, меня допустят. Я думаю, все к этому придет. То есть основное стремление — это принести пользу республике не только для себя, как эгоист. Это будет эгоистично ездить просто для себя. Это нужно с кем-то потом делиться, потому что такой кадр, ну, в педагогике он очень незаменим, я считаю. Мне кажется, самый замечательный педагог географии будет тот, кто расскажет, как на самом деле, и будет не по градусам, да, людям объяснять, Конечно. и не по карте объяснять, а расскажет, как это на самом деле Конечно. выглядит. И стремления у тебя, наверное, самые благородные, и просто приятно слушать на самом деле. Спасибо. В Осетии ты пробудешь несколько дней, и я тебе желаю удачи, потому что, я думаю, тебя ждет очень интересное путешествие, и люди тебя встретят самые замечательные. Но, надеюсь, пост будет по Осетии самый положительный. Большое спасибо. И с вами, дорогие телезрители, надеюсь, увидимся на дороге. Ну что ж, спасибо тебе, Никит, за такую интересную беседу. Я тебе желаю удачи в твоем путешествии и надеюсь, что когда-нибудь все-таки захочется остановиться и присесть. Когда-нибудь. Спасибо тебе и удачи. Вам спасибо. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в студии был путешественник из Чувашии Никита Васильев. С вами мы увидимся в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гайгиева. До встречи.